И все в один голос на украинском языке с акцентом начинают резать сало на Коране и тому подобные вещи делать. Она так и называется, 19 сура в Коране. Мария, пророк Мухаммад, испугался, потому что он не понимал, что с ним происходит. Он думал, что он сошел с ума. Коран. Что означает это слово? Это бывает так, что иногда грудь сожмется, кто-то обидел, беда какая-то случилась. С каждым это бывает. Особенно сейчас, когда идет война, уже больше года. У людей, которые подобное делают, у этого русского мира, у рашистов, я в этом уверен на 99,9%. Мы христиане. Это потому, что среди них есть священники и монахи, что это безусловно спланированные политические акции, действия. То, что сейчас модно говорить ИПСО. Особенно в контексте этой дикой войны, которую развязала Россия. Просили нашу реакцию и говорили о том, что вот дайте реакцию и тому подобное. И поэтому Коран говорит о искренне верующих христианах так. Хвала Всевышнему, который одарил нас милостью ислама, имана, ихсана. Альхамду лиллахи аля ни'матил ислами, валь имани, валь ихсан. Хвала Аллаху за его нескончаемые милости, которые, если мы даже пожелаем, мы не сможем сосчитать. Как об этом говорит сам Всевышний в своей последней книге, и за которой мы никогда в жизни не сможем расплатиться платой в таком понимании. Дуньявия. Как об этом мы говорили неоднократно в проповедях. Мы должны ценить это, о верующие. Нам следует всегда помнить об этом и искать те пути в нашей жизни, те дороги, которые будут правдивы. Правдивы и вести всегда к его довольству, к его любви, к его угоде. А ведь нет лучшей речи, нежели речь самого Всевышнего Аллаха, Творца, Создателя всего сущего. Как об этом он сам говорит в своей последней книге, в частности, Аллаху ла иляха илля ху, ла яджма'аннакум иля йоумил киямати ла райба фихи. Аллах, нет божества кроме Него. Он непременно соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения. Чья речь? Оман асдаку мин Аллахи киля. Вопрос риторический, и в нем прописная истина. Чья речь правдивее речи Аллаха? Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть более правдивыми, нежели слова Всевышнего Аллаха? Естественно, ничья. Также Всевышний говорит: «Валлазина аману ва амилу ссалихати санудхилухум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха абада. Ва'да Аллахи хакка». И завершение опять же: «Ваман астаку мин Аллахи киля». А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха. Чья речь правдивее речи Аллаха? В предыдущем аяте «Оман астаку мин Аллахи хадиса», а в этом аяте «Оман астаку мин Аллахи киля». Хотя перевод тот же самый. Также Всевышний говорит и подчеркивает это его посланник во многих текстах эту же самую прописную истину. Коран, Кур'ан. Что означает это слово? Что оно означает с точки зрения языка? Слово Кур'ан по форме своей является отглагольным существительным. От глагола караа. Караа прямое значение читать. Этимологически это слово означает собирать. Потому что когда мы читаем, мы собираем буквы в слоги, а слоги в буквы, и таким образом читаем. И поэтому Абу Убайда сказал: «Васумми аль-Кур'ану ли'аннаху яджмау суара ва ядуммуха». Коран был назван
Кураном, потому что он собрал в себе суры. Что же касается терминологического значения этого слова, слово Коран, Кур'ан, что он означает? Это калямуллахи аль-муназзаль. Это прямая речь Всевышнего Аллаха, ниспосланная Мухаммаду, последнему пророку, печати пророчества, саллаллаху алейхи вассалям, лиль-и'джази бисуари минху, для того, чтобы в качестве чуда, имеющее неподражаемую природу, аль-мутааббид битилаватихи, посредством которой поклоняются Всевышнему Аллаху. Таково определение Корана с точки зрения науки, с точки зрения ислама. Как об этом подчеркивают многие ученые, в частности, Ас-Суюти, рахимахуллах. Итак, дорогие верующие, Коран – это одно из писаний о волеизъявлении Всевышнего Аллаха своим творением, ниспосланное сердцу Мухаммада, мир ему, через архангела Джибрииля, Гавриила, алейхиссалям, мир ему. Как об этом говорит сам Всевышний, опять же, в своей книге, в Коране. Ба'да'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Воистину, ва иннаху латанзилу раббил аламин. Воистину, это ниспослание от Господа миров. Назаля бихи рухуль амин. Верный дух, тобто Джибриль, Гавриил, алейхиссалям, сошел с ним. Аля кальбика литакуна миналь мунзирин, на твое сердце, на сердце Мухаммада, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Билисанин арабийин мубин, оно ниспослано на ясном арабском языке. Ва иннаху лафи зубурил аввалин, и упоминается в писании древних народов. О верующие, Коран, это та книга, которая была ниспослана в качестве развлечения. Эль-Фурукан. Так об этом говорит Всевышний Аллах в своей книге, опять же. Табаракаллази наззаля аль-фурукана аля абдихи лиякуна лил'аламина назира. Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение. И это один из атрибутов Корана. Одна из характеристик Корана, которых много. То есть Коран, чтобы он предостерег миры. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру. Коран, дорогие верующие, это писание, которое было ниспослано в качестве волеизъявления последнего. Потому что это последняя книга. Целиком и полностью сначала в храм величия. Иля бейтиль изза. Как это было, что это было, мы не знаем. Мы лишь опираемся на те тексты, которые об этом нам говорят. В благодатный месяц Рамадан, а именно в ночь предопределения. Фи лейлатиль кадр. И об этом свидетельствуют, опять же, коранические аяты. В частности, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. Мы сказали, что Коран – это развлечение между правдой и истиной, а он еще и верное руководство. И таких атрибутов, как я уже подчеркнул, много у Корана. Их надо знать. Также Всевышний об этом говорит. «Инна анзальнаху фи лейлатим мубарака. Инна кунна мундирин». Мы ниспослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. Благословенная ночь – это лейлатуль кадр, как об этом сказано в самой суре лейлатуль кадр, которая называется. «Фиха юфраку кулля
куллю амрин хаким. В ней решаются все мудрые дела. То есть предопределение совершается. Здесь в этих аятах подчеркивается то, что Коран был ниспослан целиком и полностью, как мы не знаем. Сейчас в современном мире модно говорить энергия, энергетически. Мы об этом не говорим. Потому что мы не знаем как. В храм величия, на ближайшее небо. И далее, примечательно. Примечательно, что, дорогие верующие? Примечательно, что другие писания также были ниспосланы в месяц Рамадан. Мы это не утверждаем, но мы об этом говорим, потому что на это указывают тексты. Хотя относительно этих хадисов есть разногласия среди ученых по поводу их достоверности или недостоверности и тому подобное. В частности, то, что нам пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что ат-Таура нузилят ли ситта мадайна минху. 6 дней после того, как прошло в месяц Рамадан. Если буквально переводить. Валь инджилю нузиля ли салясати ашрат мадат минху. 13-й день Рамадана Инджиль, Евангелие было ниспослано. И даже свитки Ибрагима, свитки Авраама. На это указывают тексты, как я об этом сказал. Коран был ниспослан Мухаммаду, мир ему. После того, как он был ниспослан, храм величия целиком и полностью, он ниспослался мунаджаман муфарракан. То есть частями, аятами, постепенно. В течение 23 лет. Как об этом говорит сам Всевышний Аллах в своей книге. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями. И он ниспослался в течение 23 лет. В зависимости от обстоятельств, в зависимости от событий и тому подобное. И в этом великая мудрость Всевышнего Аллаха. Дорогие верующие, сегодня мы читаем много, да? Хотя сейчас не в тренде, может быть, чтение, но тем не менее. Мы любим читать. Любим читать разную литературу. Газеты, новости, я не знаю, детективы, романы и тому подобное. Все это литература, которая читается. Но не вся литература нам нравится. Откровенно говоря, да. Некоторую литературу берешь и все. Буквально на второй строчке засыпать хочется. Неинтересно. Некоторую вовсе мы не понимаем. Читаем и не понимаем научную. От некоторых нам нравится, да. Мы прям можем заглатывать книги. Проглатывать книги. Так вот, дорогие верующие, с этой точки зрения, с точки зрения чтения и целевой аудитории, Коран – это та самая книга, которая подходит для абсолютно любого человека. Вне зависимости от его эрудиции, вне зависимости от его интересов. В этом есть особенность Корана. Я бы сказал, что в этом даже проявляется его неподражаемая природа. И аджаз в Коране. Поэтому, дорогие верующие, Коран, он указывает всегда и во всем на верный путь. Для каждого человека, кем бы он ни был, еще раз подчеркиваю, будь это врач, будь это адвокат, будь это юрист, я не знаю, будь это обычный работник, будь это воин, будь это муж, жена, ребенок, неважно. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Инна хадаль Кур'ана яхди лиллати хия аквам». И об этом мы уже говорили многократно на джума. Воистину этот Коран указывает на самый правильный путь. На самый правильный путь. Не просто путь и не просто правильный. Пути могут быть разные. Путь правильный. Но еще и самый правильный путь. И возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготовано
великая награда. Бывает так, что иногда грудь сожмется, кто-то обидел, беда какая-то случилась. С каждым это бывает. Особенно сейчас, когда идет война, уже больше года. Кто-то может впасть в волну уныния, хотя верующим не подобает уныние и отчаяние. Так вот, если вы хотите пообщаться со Всевышним, вам просто стоит открыть эту книгу и начать читать. И этим начнется ваше общение со Всевышним. Помните об этом, верующие. Более того, это не обязательно вовсе, но обычно так и происходит. Когда что-то беспокоит, и ты ищешь ответ, и ты открываешь эту книгу, ты даже находишь те аяты, которые тебя лечат. Тебе показывают, указывают, подсказывают и так далее. Дорогие верующие, Коран – это милость и исцеление для душ. Рахма ва шифа. А поэтому Всевышний говорит: «Я аюхан нас, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين». О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Фуркан, Худа, Шифа, Рахма. Видите, сколько названий, атрибутов у Корана. Через Коран Всевышний Аллах не спосылает исцеление для душ, бальзам для каждой души, лечащий, и только для верующей души. Поэтому Всевышний говорит: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кроме убытка. Поистине, в день джума, о верующие, есть такой момент, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине, вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Так, дорогие верующие, мы говорили о Коране, о Коране, о его атрибутах. На самом деле об этом можно говорить очень долго. Вплоть до того, что в университетах есть отдельные дисциплины, которые так и называются. Улюмуль Коран, науки о Коране, дисциплине о Коране. Это то, что изучается. Так вот, дорогие верующие, Коран – это тот самый источник света, с которыми приходили все предыдущие пророки. Это то, что сказал когда-то дядя Хадиджи, жены пророка Мухаммада, той самой, которая первая приняла ислам. Когда впервые пророк Мухаммад, мир ему, получил откровение, испугался. Испугался, потому что он не понимал, что с ним происходит. Он думал, что он сошел с ума и тому подобное. И тогда, когда Варака, с которым посоветовалась Хадиджа, он что сказал? Он сказал, что это тот самый свет. Я сейчас не процитирую слова. Он сказал: я поддержу тебя, если застану те времена. Это тот самый свет, с которым приходили все предыдущие пророки. Истинно верующий человек сразу же это понимал. Поэтому Варака сразу это понял. Хотя он был христианином. То же самое Негус, справедливый правитель, куда совершили мусульмане первое переселение, убегая от гнета несправедливости многобожников, курайшитов, соплеменников родной Мекки. Когда он услышал Джафара ибн Абу Талиба, который процитировал ему суру Мария, Марьям. Она так и называется, 19 сура в
Коране Мария. И он сказал, поистине это то же самое. И поэтому Коран говорит о искренне верующих, христианах так. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят, мы христиане. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерие. Именно поэтому Коран взывает прийти к одному слову между верующими, прийти к одному единственному Богу. И Всевышний говорит, «Куль я ахляль китаби, та'алу иля калиматин саваин байнана ва байнакум». Скажи, о Мухаммад, о люди Писания, давайте придем к одному единому слову для нас и для вас. О том, что мы не будем поклоняться никому, кроме одного единственного Бога, Аллаха. Не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга Господами наряду со Всевышним, с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы мусульмане, то есть покорившиеся Богу. Дорогие верующие, почему я поднял эту тему Корана? Вы все, наверное, догадались. Первое, потому что приближается месяц Корана, месяц Корана, месяц Рамадан, месяц поста, месяц ниспослания Корана и других откровений. Это первая причина. Вторая причина. В мире сейчас происходит множество различных неприятных событий провокативного характера с игрой чувствами верующих людей. Я здесь сейчас обобщаю верующих, не только мусульман, всех верующих. Для того, чтобы разжечь такую религиозную неприязнь среди верующих. Что следует отметить в данном случае? Следует отметить, что это безусловно спланированные политические акции, действия. То, что сейчас модно говорить ИПСО. Особенно в контексте этой дикой войны, которую развязала Россия. И все в один голос, адекватные эксперты, аналитики говорят о том, что везде щупальца русского мира, рашистов. Потому что для них это норма. Лгать, делать фейки. И вы видели эти фейки. Когда на украинском языке с акцентом, это явно это фейк, начинают резать сало на Коране и тому подобные вещи делать. То есть нормальный человек, верующий человек, он никогда не сделает этого. Будь это мусульманин или христианин, адекватный человек. Поэтому то есть на эти провокации ни в коем случае никогда не следует вестись. Надо понимать, надо разбираться. И к этому нас призывает Коран. Чтобы мы, когда нам приходит весть, удостоверились. Достоверная она, недостоверная и тому подобное. Я говорю это потому, что оно слишком разошлось среди паблика. Потому что нам звонили целый день вчера и просили нашу реакцию, и говорили о том, что вот дайте реакцию и тому подобное. А разносится оно потому, что люди начинают пересылать друг другу и тому подобное. А это то, чего хочет враг, в принципе. Все мы говорим, да, обычные люди. То есть у него осталось ничего святого. Мы так же говорим. Так вот, у людей, которые подобное делают, у этого русского мира, у рашистов, я в этом уверен на 99,9%. Экспертизы нет. Мы попросили экспертизу, но нам сказали, что вряд ли получится получить подобную экспертизу. Я имею в виду именно этих фейков. Потому что там все следы убраны. Тщательно отработано все это. Так вот, когда мы говорим, у него ничего не осталось святого,
Что же это святое? То есть святость в чем заключается? Святость заключается... Вообще святость это атрибут Создателя. Да? Потому что Всевышний Аллах святой. И святым может быть лишь то, что Всевышний, чему Всевышний придаст святость. Так вот, у этих людей нет ничего святого, которые делают подобные вещи. И эссенция человечности на самом деле это духовность. Потому что только благодаря той души, которую мы получаем от Всевышнего, мы обретаем жизнь. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он наказал тех, которые делают подобные вещи. Чтобы Он выявил тех, которые делают подобные вещи. И на самом деле воинство Аллаха велико, и они никуда не денутся от воинства Аллаха. Даже муха, комар может убить человека. И по воле Всевышнего Аллаха это обязательно произойдет. Они найдут свою долю, они найдут свою участь. Те люди, у которых нет ничего святого. وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات.